18 июня в Черкесске состоялось учредительное собрание Ассоциации общественных объединений по сохранению культурного наследия и социально-экономическому развитию абазинского народа «Абсадгил» – «Родина». В ассоциацию вошли Международное объединение содействия развитию абазино-абхазского этноса «Алашара», общественная организация «Абаза», региональная общественная организация «Совет старейшин абазинского народа», Союз абазинской молодежи «Шарпны», Национальная культурная автономия абазин КЧР «Адгылара», Союз абхазских добровольцев КЧР, Фонд содействия культурному и социально-экономическому развитию абазино-абхазского этноса «Алашара», общественная организация «Анрашта». Мы сегодня собрались, присутствовало 8 общественных организаций, они являются сейчас учредителями. Однако мы будем рады включить и другие организации после создания ассоциации. Сейчас во многих областях жизнедеятельности абазин происходят такие процессы, которые многие абазины хотели давно. И сейчас этот день показывает, что мы можем даже договариваться, можем объединяться для благородной цели, для того, чтобы идти вперед, и вместе мы будем все равно сильнее. Муса Хабалевич Экзеков сейчас работает в данных направлениях во всех других тоже сферах, будь то бизнес, были встречи, форум бизнесменов народа Абаза, научные программы сейчас идут вместе с абхазами, и там создана специальная программа по научной деятельности, по литературе, по искусству. Сейчас идет объединение по всем направлениям, в том числе объединение и общественных организаций, как сегодня и прошло. Необходимость объединения абазинских общественных организаций назрела давно. Идея, высказанная абазинским меценатом и бизнесменом, президентом организации «Алашара» Мусой Экзековым, была единогласно поддержана всеми общественными организациями, в том числе такой авторитетной, как Совет старейшин. Я вижу актуальность данного вопроса создания ассоциации. Почему? Потому что народ наш должен быть воедино. Я имею в виду не разрозненно. Там, скажем, союз женщин, там, скажем, союз старейшин, там и Абаза. Когда тогда мы воедино будем решать все вопросы, сможем мы поднять и решить более глобальных вопросов. И даже и решить гораздо, наверное, чтобы этот вопрос стоял прочно на службу нашего народа. Для пользы нашего народа. Я, например, так понимаю. И расцениваю, что и будет служить, по всей вероятности. Я говорю по всей вероятности не потому, что я допускаю какие-либо отклонения. Нет. Я вижу стремление у наших ребят, у наших людей, когда создавалась эта ассоциация, создавали эту ассоциацию, какое было стремление, по всей видимости, и на работу себя также и проявит. Физически и фактически. Представители организации-учредителей утвердили устав ассоциации, избрали органы управления. Председателем ассоциации избран Муса Экзеков. Помимо него, Международное объединение «Алашара» в правлении будет представлять Рамазан Мхце. В коллегиальный и исполнительный орган ассоциации вошли также от Совета старейшин Кахун Гожев и Абидин Харатоков, от организации Абаза Мухадин Шинкау и Умар Кончев, от Союза Шарпны Расул Уша и Арсен Кмышев, от фонда Алашара Шамиль Такушинов и Мурат Муков, от организации Анрашта Куна Курчукова и Мухаммед Аджибеков, от Союза абхазских добровольцев Заурут Зугов и Мурат Жиров, от НК Адгылара Мурат Храчев и Расул Чуков. Ревизионную комиссию составили Юрий Шаев, Диана Дзыба и Хусин Накохов. Представители всех организаций расценивают создание ассоциации как крайне значимое событие в жизни абазин. Даже та власть, куда мы приходим, они могут не сразу понять, сколько организаций, сколько направлений. Хотя вроде бы у всех наболевшие темы, наболевший вопрос, но опять-таки мы идем в разнобой. Сегодняшняя ассоциация, которая была создана, и мы выработаем одну общую стратегию, в отдельности организациям тяжело глобальный вопрос какой-либо решать. Надеемся, что через ассоциацию, вновь созданную, будем продвигать к светлому будущему наш народ.
Консолидация всех созидательных сил позволит значительно улучшить и укрепить качество реализуемых на благо абазинского народа проектов. Мы бывает, что сталкиваемся с проблемами, какими-то сложностями реализации каких-то идей, мероприятий и так далее. В таких случаях именно ассоциация может помочь в том плане, здесь есть и старшие, здесь есть 8 организаций, да, на сегодняшний день вошли. Естественно, ресурсы посерьезнее, возможностей побольше. Поэтому, когда у нас какая-то сложность непосредственно в деятельности Шырпны, мы можем обратиться в ассоциацию, где мы в любом случае получим какую-то поддержку, какие-то мысли, идеи, да, направление какое-то мы получим от старших и так далее. Поэтому в этом плане наша деятельность вообще в любом случае будет более плодотворна и более легче, если так сказать. Ассоциация открыта для сотрудничества со всеми, для кого важно развитие народа Абаза. Первыми проектами, совместно реализованными организациями ассоциации, станут День культуры народа Абаза, который состоится 23 июля в Черкесске в парке Зеленый остров, и Абазинские игры, которые пройдут 24 июля в ауле Красный Восток.